Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о наиболее часто встречающихся в детском возрасте заболеваниях – об ОРВИ. Мы провели опрос, чтобы узнать у родителей, что они предпримут при заболевании ребенка. Что вы будете делать, если ваш ребенок заболеет? Придем в поликлинику, к педиатру. Сразу позвоню участковому врачу. Позвоню к участковому врачу. Участковый врач что посоветует, то и будем делать по назначению врача. Самолечением заниматься не любим. Вызовем врача на дом. Приду в больницу. К врачу. Обращусь к врачу. Обратимся к врачу. Вызывать врача. Позвоню врачу. Придем в больницу. Какие методы снижения температуры у ребенка вы знаете? Свечи. Натереть ребенка спиртом. Позвоню врачу, у врача спрошу. То, что пропишет врач, а если без врача, то примем жаропонижающие средства. Побольше водички. Жаропонижающие детские. Такие жаропонижающие таблетки. Вирусные и температуру снижать. В результате опроса мы выяснили, что большинство родителей при заболевании детей обратятся за медицинской помощью. А вот о том, как помочь ребенку при ОРВИ, мы расскажем вам прямо сейчас. Мой ребенок снова простудился. Как часто в быту мы слышим эту фразу. Но ни в детских справках, ни в медицинских картах ни один врач не ставит диагноз простуда. Вместо этого врачи употребляют загадочное сочетание букв ОРВИ. Что же это такое? ОРВИ – это инфекция верхних дыхательных путей, проявляющаяся кашлем, насморком, лихорадкой, болью в горле, нарушением общего самочувствия разной степени выраженности. ОРВИ – самые частые инфекции человека. Дети в возрасте до 5 лет переносят в среднем 6-8 эпизодов ОРВИ в год. В детских дошкольных учреждениях особенно высока заболеваемость на 1-2 году посещения. На 10-15% выше, чем у детей, которые не посещают дошкольные учреждения. Значительное число респираторных инфекций протекает легко и не требует проведения серьезных лечебных мероприятий. Однако высокая температура у ребенка и кашель служат причиной обращения к врачу. Но определенная доля респираторных инфекций представляет серьезную угрозу для здоровья маленького пациента и требует своевременного лечения. Возбудителями заболеваний респираторного тракта являются вирусы. Распространение вирусов происходит чаще всего путем попадания их на слизистую оболочку носа или на конъюнктиву с рук, загрязненных при контакте с больным, например, через рукопожатие, или с зараженных вирусом поверхностей. Некоторые вирусы сохраняются на поверхностях до суток. Другой путь – воздушно-капельный, при вдыхании частичек аэрозоля, содержащего вирус, или при попадании более крупных капель на слизистые оболочки при тесном контакте с больным. Инкубационный период, то есть период от момента заражения до проявления первых признаков болезни при ОРВИ, составляет от 2 до 7 дней. Выделение вирусов больным максимально на 3-й сутки после заражения, резко снижается к 5-му дню. Неинтенсивное выделение вируса может сохраняться до 2 недель. Заболевание обычно начинается остро, часто сопровождается повышением температуры тела до 37,5-38 градусов. В некоторых случаях температура может быть выше. Все зависит от того, какой вирус вызвал заболевание. Повышенная температура у 82% больных снижается на 2-3 день заболевания. Более длительно, до 5-7 дней, лихорадка держится при гриппе и аденовирусной инфекции. Нарастание уровня лихорадки в течение болезни и симптомов интоксикации у ребенка должны настораживать в отношении развития бактериальной инфекции. Повторный подъем температуры после кратковременного улучшения нередко бывает при развитии воспаления среднего уха на фоне продолжительного насморка. В среднем симптомы ОРВИ продолжаются до 10-14 дней. Ребенок при ОРВИ обычно наблюдается в амбулаторно-поликлинических условиях врачом-педиатром.
Режим ребенка должен быть общим или полупостельным, с быстрым переходом на общий после снижения температуры. Повторный осмотр педиатра необходим при сохранении температуры более 3 дней или ухудшении состояния. ОРВИ – наиболее частая причина применения различных лекарственных средств и процедур, чаще всего ненужных, с недоказанным действием, нередко вызывающих побочные эффекты. Недоказанная эффективность при ОРВИ следующих препаратов: противовирусные препараты с иммунотропным действием, интерфероногены, иммуномодуляторы и гомеопатические средства. Не рекомендуется использование антибиотиков для лечения неосложненных ОРВИ. Антибиотики в случае неосложненной вирусной инфекции не только не предотвращают присоединение бактериальной инфекции, но способствуют ее развитию из-за подавления нормальной микрофлоры человека, которая сдерживает агрессию стафилококка и других микроорганизмов. Антибиотики показаны детям с хронической патологией, у которых есть риск обострения основного заболевания. Чтобы помочь ребенку выздороветь, при ОРВИ рекомендуется проводить симптоматическую поддерживающую терапию. Ребенок должен достаточно пить, что способствует разжижению мокроты и облегчает ее отхождение. Положение в кровати с приподнятым головным концом способствует отхождению слизи из носа. Рекомендуется туалет носа как наиболее эффективный метод купирования кашля. Ведь кашель чаще всего обусловлен раздражением гортани, стекающим из носа секретом. Рекомендуется теплое питье или после 6 лет использование леденцов или постилок, содержащих антисептики для устранения кашля, который связан с першением в горле из-за воспаления слизистой оболочки глотки или ее пересыханием при дыхании ртом. Введение в нос физиологического раствора 2-3 раза в день обеспечивает удаление слизи и восстановление работы слизистой оболочки носа. У маленьких детей с обильным отделяемым эффективно отсасывание слизи из носа специальным ручным отсосом с последующим введением физиологического раствора. У старших детей оправдано применение спреев с солевым изотоническим раствором. В некоторых случаях возможно применение сосудосуживающих капель в нос коротким курсом не более 5 дней. Данные препараты не укорачивают длительность насморка, но могут облегчить симптомы заложенности носа, а также восстановить функцию слуховой трубы с целью предупреждения развития воспаления среднего уха. Жаропонижающие препараты у здоровых детей старше 3 месяцев оправданы при температуре выше 39-39,5 градусов. При менее выраженной лихорадке 38-38,5 градусов средства, снижающие температуры, показаны детям до 3 месяцев, пациентам с хронической патологией, а также связанным с температурой дискомфорте. Регулярный курсовой прием жаропонижающих препаратов нежелателен. Повторную дозу можно применить у ребенка только после нового повышения температуры. Жаропонижающие могут применяться внутрь или в свечах. Необходимо помнить, что самая главная проблема при лихорадке – вовремя распознать бактериальную инфекцию. Таким образом, диагностика тяжелой бактериальной инфекции гораздо важнее борьбы с лихорадкой. Применение жаропонижающих вместе с антибиотиками чревато маскировкой эффективности приема антибиотика. У детей с жаропонижающей целью не рекомендуется применять ацетилсалициловую кислоту и нимесулит. Противокашлевые препараты, в том числе многочисленные препараты с различными растительными средствами, не рекомендуются для использования при ОРВИ ввиду неэффективности, что было доказано в специальных исследованиях. Ингаляции паровые и аэрозольные также не рекомендованы к использованию, так как они не показали эффекта в исследованиях, а также они не рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для лечения ОРВИ. Антигистаминные препараты также не показаны к применению у детей, так как не доказана их эффективность при ОРВИ. Но они имеют побочные эффекты, такие как седативный эффект и нарушение когнитивных функций, то есть это нарушение внимания, памяти и способности к обучению. Не рекомендуется применение у детей витамина С, так как это никак не влияет на течение заболевания. Осложнения ОРВИ наблюдаются нечасто и связаны с присоединением бактериальных
бактериальной инфекции. Существует риск развития острого среднего отита на фоне насморка у детей раннего возраста. Сохранение заложенности носа дольше 10-14 дней, ухудшение состояния после первой недели болезни, появление болей в области лица может указывать на развитие воспаления придаточных пазух носа. Возможно развитие пневмонии, особенно при гриппе. Кроме того, респираторная инфекция может явиться причиной обострения хронических заболеваний, чаще всего бронхиальной астмы и инфекции мочевыводящих путей. Стационарное лечение требуется при развитии осложнений и длительной фебрильной лихорадки. Дети обязательно должны быть госпитализированы в стационар в следующих случаях. Это дети до 3 месяцев с фебрильной лихорадкой в связи с высоким риском развития у них тяжелой бактериальной инфекции. Дети любого возраста при наличии любого из следующих симптомов. Основные опасные признаки – неспособность пить, сосать грудь, сонливость или отсутствие сознания, частота дыхания менее 30 в минуту или остановка дыхания, симптомы респираторного дистресса, центральный цианоз, явление сердечной недостаточности, тяжелое обезвоживание. Дети со сложными фебрильными судорогами продолжительностью более 15 минут или повторяющиеся более 1 раза в течение 24 часов. Дети с фебрильной лихорадкой и подозрением на тяжелую бактериальную инфекцию, имеющие следующие сопутствующие симптомы: вялость, сонливость, отказ от еды и питья, геморрагическая сыпь на коже, рвота. Дети с явлениями дыхательной недостаточности, имеющие какие-либо из следующих симптомов: кряхтящее дыхание, раздувание крыльев носа при дыхании, кивательные движения, то есть движения головы, синхронизированные со вдохом. Частота дыхательных движений у ребенка до 2 месяцев больше 60 в минуту. У ребенка в возрасте от 2 до 11 месяцев больше 50 в минуту. У ребенка старше 1 года больше 40 в минуту. Втяжение нижней части грудной клетки при дыхании. Средняя длительность нахождения в стационаре может составлять 5-10 дней в зависимости от формы осложнения и тяжести состояния пациента. Как же можно предупредить заболевания детей острыми респираторными вирусными инфекциями? Первостепенное значение имеют профилактические мероприятия, препятствующие распространению вируса. Тщательное мытье рук после контакта с больным. Рекомендуется также ношение масок, мытье поверхностей в окружности больного, а в детских учреждениях быстрая изоляция заболевших детей, соблюдение режима проветривания. Профилактика большинства вирусных инфекций остается сегодня неспецифической, поскольку вакцин против всех респираторных вирусов пока нет. Не рекомендуется использование с целью профилактики острых респираторных вирусных инфекций иммуномодуляторов, растительных препаратов, гомеопатических средств, витамина С, так как профилактическая эффективность их не доказана. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.